информационная программа «Вести Кудым Карвили Иштиянкат», студия Адрина Батуева, Бур Рыд, Таун выпускан. Гущала миллионша унажик Кудым Кариш суд петкатис обвинительный приговор. Ваш вельготча игрушка языч экша уджит коллекция ретро-конкурс Чулата Юсинской музей. Экотранс-компания лишь бухгалтерас судитиса Кудым Кариш городской суд тен петкатис обвинительный приговор. 58-летнюю пенсионерку в зал суда в наручниках заводит конвой. В этом году для Татьяны Журавлевой, бывшего главного бухгалтера коммунального предприятия, уже 4-й судебный процесс. Используя служебное положение, женщина обворовывала фирму, в которой работала. Не оприходовала полученные денежные средства в полном объеме в кассу, часть присвоила, при этом заказчикам услуг предоставила квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие факт оплаты с достоверными сведениями. История началась в прошлом году. Женщину поймали на том, что она приписала к своей зарплате лишние 5000 рублей. А после за дело взялись следователи. За 3 судебных процесса доказали, что Журавлева присвоила 128 тысяч рублей. Первый раз она судима к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Второй раз она судима к обязательным работам в размере 280 часов обязательных работ. Ну и третий раз она осуждена к 1 году лишения свободы. Дальше больше. Следствие установило, что бухгалтер за 3 года похитила у компании «Экотранс», занимающейся вывозом мусора, еще 1 миллион 100 тысяч рублей. Бухгалтер действовала по одной схеме. Брала у клиентов деньги, давала чек с нужной суммой. Из этих средств часть денег забирала себе, а остальное переводила на счет фирмы. Так как Журавлевой доверяли, внутренних проверок не организовывали. Свою вину обвиняемая полностью признала. Попросила снисхождения и условного срока, ссылаясь на состояние здоровья. Я искренне сожалею, раскаиваюсь, уверена в том, что я совершила такое преступление. Наказание, чтобы мне было наказание без лишения свободы. Суд признал ее виновной по статье хищения в особо крупном размере. К году заключения теперь прибавилось еще 2,5. И назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Также Журавлева обязана в полном объеме возместить ущерб. Это 1 миллион 100 тысяч рублей. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Кудымкарский нема межмуниципальный отдел ГИБДД юортис, того шагу черты и тогез елыш. Кудымкарская Даюсинская районная черты ГИБДД юралиш торяча. Мы колям год черты ДТП лыд учаджик. Вильгот паныткерам и тогез мычала на инспекторе злищ не умалюдж. За истекший период 2017 года на территории Кудымкарского муниципального района зарегистрировано 42 ДТП, в которых 7 человек погибло и 54 получили телесные повреждения. Причинам ДТП с погибшими явились в 2 случаях это вина пешехода, при этом пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения. В двух случаях, в которых 3 человека погибли, это выезд на полосу встречного движения. И 2 ДТП – это нарушение расположения на проезжей части и превышение установленной скорости движения. Также в этих 2 ДТП погибли 2 человека, и водители также находились с признаками алкогольного опьянения. Того и такадыч валиса регистрирует мышнёльшо, когда скуим дорожно-транспортное происшествие материальный ущербан. 2016 года валиса нёльшо экмыс 499. ПДД черти ГИБДД уджалищезан петкетом даса 1000 нарушению. Даса торыс уша пешеходезлан доля вела. Выявлено 373 нарушения водителями, управляющими состоянием алкогольного опьянения. Из них 74 – это повторно. Привлечено к ответственности 61 человек, из них 16 к реальному сроку, 43 к обязательным работам и 2 назначено штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Надзорный уч сотрудник Кезнуатана пашката. В этом данные черти дала мы 2017 года гижам экмыс протокол. И это только должностное лицо извело. Юридическое извело гижам дас как ямыс. Имед локтан вежалунны за протокол из эссода, а закончу гищез извела. ГИБДД юралиш коралон законопослушные зан быданныса. Напоминаю, в преддверии новогодних праздников недопустимо управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдение правил дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.
Кудымкарын Гагарина нема улица вылыш керкун ол исчез, но рашен слизен не звыла, когда пондеса петны на квартире керкун керам ремонт быршань. Наталья Миханошина без фонарика ночью в своей квартире не передвигается, боится подскользнуться и упасть. Дело в том, что после ремонта трехэтажки из-под пола стали вылазить 10-сантиметровые слизняки. Мама один раз пошла и на слизни и прокатилась и упала. Когда один, когда и по 12, и по 20 вылазят. Проблема коснулась первых этажей. В основном слизняки выползают ночью, а на утро, по словам жителей, собирают аж пол-литровую банку брюхоногих моллюсков. По словам людей, проблемы со слизняками начались после ремонта дороги, после того, как ее сделали повыше, а также после ремонта кровли, убрали водосточные трубы, и вся вода стала стекать к дому. Отсюда и сырость, и слизняки. До ремонта подобного никогда не было. С жалобами неоднократно обращались и в администрацию, и к коммунальщикам, и в жилищную инспекцию. Из писем все сходятся в одном – доделывать дом нужно, но за работы до сих пор никто не взялся. Мы просим сделать отмывку, чтобы вода не попадала в подвал, и слизняки, чтобы не ползали у нас по квартирам. В управляющей компании говорят о том, что в ближайшее время к ремонту приступят, ведь их обязали в жилищной инспекции, но никаких серьезных доработок не будет. Хотят сделать вентиляцию, а точнее просверлить дырки в полу. Единственное, пробьем отверстия под квартирой перфоратором небольшие для вентиляции между полом и, скажем так, поверхностью земли. Сейчас они обратились сразу в жилинспекцию. Жилинспекция предписание, которое мы обязаны исправить до мая месяца 2018 года. Между тем, люди уверены, что это никоим образом не решит проблему. Сырость останется, и еще дополнительные входы для слизняков сделают. Нужно либо укреплять фундамент, либо строить водостоки. В противном случае незваные ночные гости постоянно будут пробираться в квартиры. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Вильготча вежалунне з оджин і не коста. Пенсия з вештам черти лашетам тория график. Кырвичишный пенсионный фонд шань деньга. Это елиш оджлань. Пенсионный фондлан управлению уджалище з юортана, что локтан вежалуннеза и январьлан шотчищан луннеза. Пенсия с пондаса вештаны особый режимын. В соответствии с распоряжением правления Пенсионного фонда России от 28 ноября 2017 года номер 682-Р доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в следующем порядке. Организациями почтовой связи доставка пенсий будет осуществляться с 3 января 2018 года согласно графикам выплаты с учетом режима работы отделений почтовой связи. Перечисление пенсий за первую декаду с 3 по 12 января 2018 года в кредитной организации, в том числе в Сбербанк, на счета и банковские карты получателей будет произведено отделением Пенсионного фонда по Пермскому краю 27-29 декабря 2017 года. Ваш вильготча игрушка звыло округын пондетчис бум быдерныз басыкшетана вильготча кыз кыркыша орсаннызын. Шогмасы такерны Юсинской музейлан. Вильгот панут Юсинская школа швелачищез музейн гыщезан черядлоктисом татча маскеритны не первую швелачина керна гирлянда, когда кырка вали популярной быт возраста пес коласын. Мастер-класс по изготовлению бумажной гирлянды. Раньше мы ее называли цепочка. Я вспоминаю из своего детства, что вот такие вот цепочки мы изготовляли на уроках в начальной школе. А вот у меня в руках находится комплект вот этой электрической гирлянды. Она представляет время прошлого века. Сичкач электрическая звалится только кыным касемялын, у нажик в морте лошадица сия быткоть бумагаищ. У на бычам рэммеза гирлянда нёлет класс, они мастерита ытлан велатишкад. Челять понда это начвиль удж. Кэти простой, но ыныч валит таттам. Мы пришли сюда делать гирлянду. Необычную, да? Угу. Ну из чего она сделана? Из бумаги. Ты сама красила. И покрасила. Я думаю, что у нас будет очень большая гирлянда. Керна локтан вежалунки же бычым считан Торрес Лоис зевщалами мастер-класслам быдыс участник кезла музей юартис конкурс кытан локтан вили воса не апондаса паретны ваш традиция спырет.
Я такие гирлянды делала. Помню, что я сидела часами, красила тоже клетчатую бумагу, вырезала, клеила эти колечки, украшали елку дома, на окна весили такую гирлянду. Традиции были, это стрипня была, блины, пельмени, пироги. Вот самое такое, наверное, основное блюдо. Мясо печеное. Аслас Вильготча история Ньюсвайш музей того торечас уна семья. Вильгот панет музей юртс выставка конкурс илищ ретро-елка 2018. Конкурс был желающие зваяна кыркаща елочной игрушка из украшений из и вижалунща атрибутика. На сегодняшний день у нас уже 16 участников. Все игрушки, которые поступили в музей, еще не выставлены. Игрушки к нам поступают примерно с 60-го года выпуска. Вот эта игрушка, если ее взять в руки, она очень прочная. Вот, наверное, поэтому она сохранилась в том первозданном своем виде. Стекло у нее очень толстое, где-то примерно около 3 миллиметров. Здесь необычное крепление, да? Да, вот эти крепления, да, они вот так вот крепятся на веточку елочки, вот так вот. Мы помним эти игрушки из своего детства. Это, наверное, было очень удобно, да? Это было, когда было удобно, когда и не, смотря какая елочка. Елочка, если маленькая, то веточка проваливалась. А если елка, конечно, уже большая, да, то они прочно укреплялись на ветках. Отже, годезе это обычно мускуилис антресоллезен, ыджет крепит коробкаезен, вата да гижет пычкан, быд игрушка, челядь кадыш тор, история, когда кольчи стыдвылын, быд орсан кызвыла голей не то руч или бычам шар, асмоза басок и морд пондадона. Вот это на самом деле, это жизнь, прожитая нами, это детство наше, это воспоминание. Может быть, каждый год вот этот чем-то он был памятен нам. И это здорово, что участники принимают участие и помогают нам вот в построении этой выставки. Ваш Вильготча игрушка из ойрваяна только не ыджит каткежа, кыджи открытка из, кыча мезеталын оза не печатайта. Сиен конкурс выставка вылым пондаса быри на победителя зас вид номинация щерти. Боряса не только медбычам игрушка, да открытка. А еще могут семьям кольчиса бычам Вильготча фотография. Схоти фотография сяка давалися на чеча. Будет фотография саян гижама кыри кытын чулали свежалон. Вот эта фотография в Вильгот чулалась 1978 года. Бажина деревнян. Ретро-фотография сколасыч организаторис аджаса медашама выставка «Ретро-елка 2018». Касья на 8 декабрь, когда с первой луна. Это кадыч Юсинской музея ваясы эше Вильготча фотография излич, да кызвыла орсаннезич уджит партия. А мастер-класс волонкером гирлянда. Аджас аши с места Вильготча кызвылын. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Народный календарь талнялун спасьем кыч тывща Николайлан, Николай чудотворецлан лун. Это вежа мордус пырвали медрадейтаная сколасын. Отилан поверье щерти севитлата мувалат кыч рам париж морт, да вашатла бы спемыться да умальса. Николай Угодник дорья семьяез, yiта ради тыщ мортезас олана. Баитлыса эмыш как Никола, этикыс турунан, мадикыс кажитан, мымда тевща Никола лым щетас, сымда тулыща Никола щетас турун. Примечательса это луна. Ежели асывщань пужумалас, локтан года луас бур урожай. Ежели лунна шондия, годы слуас не урожайные. Баитлыса ошкы тевса Никола берщань. Никола телен пельта туе стырта. Это когда овланы крепит Никольской мороззез. Это воломен талон быдас, велич панташам ашын рытнас быдас бурса, аджишлтадж.